Всем привет, ребята. Ну что, затянулась, наверное, история, ребята, о новом мотобуксировщике Tafalar Tundra 600. Прошел уже 2 недели, ребят, как я его пригнал. Вот там как получилось, я его пригнал, быстренько собрал, так, и загнал его в гараж, ребята. Вот, простоял у меня 2 недели. Но был повод, я уезжал в Тверскую область. Сейчас планово выходят ролики на каналах. Вы, наверное, смотрите уже 3-ю часть. Вот, ну, по комментариям, ребята, я вижу, что Андрюха, когда уже обзор, когда что, люди хотят посмотреть. В общем, техника новая, интересная. И сегодня, ребят, я решил выскочить, поснимать и сравнить, ребята. У меня как раз есть старый мотобуксировщик, это Tafalar 600. Вот он стоит, боевая техника. В рабочем состоянии бегает, и как раз будет наглядный пример, ребята, посмотреть, что изменилось, почему, что и как. Ну, в общем, есть на что посмотреть, так скажем, какие изменения в целом сделаны. Изменения колоссальные, ребята. Короче, решил, ребят, сегодня выскочить. Окапываюсь. За 2 недели изрядно подсыпало снега. В этом сезоне, ребята, его очень много. Ну, с предыдущими годами есть сравнение, прям очень много. Буранки мои засыпаны, ребята, их даже не видно. От слова совсем. Ну и небольшой момент, ребят. После того, как я приехал, я заболел. Сразу прошу прощения за голос. Возможно, буду кашлять, чихать. Вот, ребят, немножко приболел. Сейчас восстанавливаюсь. Но уже получше. Уже более-менее. Вот. И как-то так. Все, копался, ребят, немножко. Гараж засыпало весь. Здесь гараж находится в открытом месте. 300 метров у нас уже речушка, ребята. Тайга моя любимая. Все-таки в гостях хорошо, а вот дома, ребята, намного лучше. Свои стены, конечно, свои болота греют душу. Мой лесочек. В детстве я там ходил, даже петли ставил. Ну и там за кустами уже речечка, ребята, где все начиналось. Рыбалка, детство и так далее. Так, ребят, скорее всего, сейчас мы выгоним сюда оба буксировщика. Я, наверное, накатаю здесь площадку, потому что снега навалило. У меня здесь укатано было, но, блин, снега много, и будет в снегу неприятно делать обзор, так скажем. Но вот так самому уже, ребят, охота, конечно, начать, пробовать, тестировать, покататься, обкатать его, ну и, конечно же, попробовать его в деле. Все, ребят, завожу технику и выезжаем. Так, что, первый у нас пошел. Первый готов. Топтанул дорогу, ребята. Дорогу всю замело, блин. Одни собаки только. Или волки. Кстати, волки часто приходят. Он сосед только ездит. Сосед, да, сосед катается. Сейчас мы резанем дорожку. Дорожку сейчас резанем. И будет все нормально.
замело, офигеть просто. Сейчас вот накатаю чуть-чуть. Площадочку сделаем и отлично. Выгнал, ребята. Выгнал бродяг. Не знаю, так немножко накатал. В общем, чтобы немножко можно было ходить. Блин, снега, ребята, намело. У меня здесь все чистенько было, все накатано. Ну, в общем, вот, ребята, для сравнения. Тафалар 600. Бродяга мой. Мы прошли на нем огонь и воду и медные трубы. Вот новая моделька. Совершенно новая, еще не обкатанная. В общем, давайте начнем, ребята. Будем разбираться. Начнем, наверное, сразу спереда. И потихоньку будем углубляться. Так что давайте, ребят, поехали. Ребят, начнем с самого начала. Это корыто, передний модуль, то бишь корыто, ребята, идет спереди. Почему называется толкач? Потому что ты сидишь спереди, мотобуксировщик тебе толкает. Есть буксировщик, когда ты сидишь сзади, буксировщик идет спереди. В данном случае это толкач, ребята. Я считаю, что это намного круче, намного проходимей, потому что спереди идет корыто. И она, ребята, топчет дорогу. Она делает дорогу, какую-никакую, но она прокладывает свой первый путь. А за ней уже идет основная собака, и то бишь вся гусянка, ребята, она идет именно по своему следу. Если берем мы, допустим, буксировщик тягач, то сначала роет гусянка по пухляку, а за ней уже идет корыто, где ты сидишь или стоишь, неважно. Я считаю, что, ребята, это намного круче. И у нас мужики, которые взяли в деревню собаки без модулей, они все переделали самодельные. Они поняли, что такое. На самом деле, ребята, это очень круто. Во-первых, ты сидишь спереди, у тебя хороший обзор, тебе не летит пух, снег из-под гусянки, нежели ты сидишь сзади. Не дышишь ты выхлопными газами, которые вырабатывает двигатель. В общем, практически, ребят, как на снегоходе, только немножко так попроще, пониже и так далее. Вот. На старом, ребята, вот такое корыто, серый пластик. Не знаю, многие считают, что он намного крепче. Но его у меня тоже, ребят, повидал вида. Вот здесь, видите, у меня был удар об дерево. Мне его нисколько не сломало, не потрескался. Она просто смяла, а все остальное, в принципе, все рабочее. Корыто небольшое по сравнению с этой длиной. Здесь у меня, не знаю, 1,40 м вроде. Здесь уже, ребят, корыто намного больше. В принципе, механизм, ребят, крепления такой же. Здесь мы регулируем модуль уже, как вам удобно. Есть отверстие. В общем, здесь у меня зафиксировано болтами. На новом буксировщике, ребята, у меня уже стоят быстросъемники. Вот. Многие говорят, в прицеп не залезть, то бишь нужно открутить модуль или снять руль. Вот здесь, ребята, снимаем быстросъемник. Вот, раз, и корыто у нас отстегнулось. Также и руль, ребята, высота регулируется тоже, как вам удобно. И также здесь быстросъемники стоят. Ну, на старом у меня тоже стоят быстросъемники. Вот они, такого еще вида старого. Здесь уже немножко новее. Вот, корыто разные. Тут черный такой пластик. Пластик ПНД, очень крепкий, ребята. Вот. Уже с литым, ребята, отбойником. Вот многие покупают корыто. Вот
такого плана, без отбойника. Отбойник, конечно, намного круче. Он, во-первых, толкает снег, ну и разгребает его в разные стороны. За вами прям реально колея такая. Вот. Есть у кого без отбойника, есть в продаже отбойники. Сейчас покажу, ребят. Если обзор делаем, так делаем обзор. Вот смотрите, корыто без отбойника. Вот корыто без отбойника. Но отбойник отдельно, ребята, продается. У ребят, кстати, тоже есть. Не буду сейчас показывать. Вон он просто. Я его закрутил на саморезы накровленные. Так что отбойник обязательно нужен. Так, ладно, возвращаемся. Ну, если делать, уже делать, ребят. Опа! Вот такие накладки. Я уже менял накладки в прошлом сезоне. Они стачиваются. 3 накладочки ПНДшки. Очень крутые, с такими боковыми прорезами. Видите, ребят, не просто гладкие, а немножко они держат дорогу, конечно. Вон уже у меня походили, уже постачивались. Вот. А так, в принципе, все отлично. Вот. На этом мотобуксировщики, на этом корыто. Это уже у них свои заводские ребята, литые, тофаларовские. То же самое. Но, ребят, смотрите, идут железные направляйки. Видите, с двух сторон. Это очень круто. По голому льду кататься, как сейчас вот в Твери мы катались. Вообще поворот держит хорошо. Первый лед, последний лед, когда снега нету, вот эти направляйки железные, они прям круто помогают. Небольшой ветер, ребят, поднялся, так что прошу прощения. Так, ну по саням все понятно. Руль, ребята, на старом у нас вот такой, тоже выдвижной, можно под себя его поднаправить. Вот такая сидушка. Ну, мы даже с женой вдвоем тут катались. Я считаю, что это полторухместное сиденье. Вот руль, вот такая мягкая сидушка. Вот фара идет. Сумка это уже допами оставил, покупал муфты тоже отдельно. Здесь у меня фара, выключил, включил, то бишь тоже очень удобно. Не надо, допустим, вот если у многих завел, у тебя фара постоянно горит. Здесь ты уже взял, выключил, включил, то бишь днем она, в принципе, тебе в лесу не нужна. Это подогрев ручек, у меня полной комплектации старый. Чекай безопасности и кнопка стоп-двигатель. Вот, в плане этого. Погнали смотреть на тундре, ребята. Здесь у нас уже есть изменения. Я вам говорил, изменения есть везде полностью. Начинаем с корыта. Корыто длиннее, с быстросъемниками и уже с направляющими. Здесь у нас руль, ну, в принципе, по этому ничем не изменился. Единственное, то, что ребята сделали, вот здесь, смотрите, для ног такие прорезы, ну, как бы, чтобы зацепки, чтобы ногами, потому что не только рулем управляешь, но еще и ногами. Здесь я ноги ставил просто, вот видите, без ничего, сюда упирал. Здесь уже у нас идет вот такие, как на снегоходе, подставочки. Руль поменяли, ребят, он немножко изменился. У нас появились новые ручки. Они здесь у нас изогнутые, видите. Если здесь прямые, блин, здесь, правда, муфты стоят. Ребята, здесь руль прямой. Вот здесь плана, как на снегоходе, чтобы, знаете, можно было увалить его. Вот. Гидравлические тормоза на старом тоже не присутствуют. С X-актором парковки, то бишь можно его зафиксировать вот так, и он будет стоять. Курок газа новый, большой, ребята. Здесь он у нас маленький. Сейчас, наверное, не покажу. А также стоят подогревы ручек. По панельке, ребят, у нас уже здесь есть прикуриватель. Не знаю, конечно, функция такая интересная, но мне для блогера, допустим, в какой-то крайней ситуации он, возможно, понадобится. Чека безопасности. И здесь у нас уже вот такая фара, ребята, идет огроменная. Я, конечно, еще не знаю, как она будет себя светить. Вот. Но она отличается чем? Что у нас 19 диодов. Здесь, в принципе, то же самое. Только у нас еще идут дополнительные, ребята. Здесь диоды и здесь диоды. Фара огромная. Панелечка. Все в одной здесь сделано. Это у нас стоп-двигатель. Это у нас свет. И подогрев. Я так понял, разобрался. И уже на данной комплектации, ребята, идет стартер от аккумулятора.
Здесь у меня его нету. Вот. По сидушкам, ребят, сидушку я здесь уже показал. Здесь сидушка у нас уже новая идет. Смотрите, какая огромная, намного такая комфортная, с таким бортиком. То бишь не будешь скатываться. Вот. Модуль, естественно, совершенно другой. Вот, я имею в виду, здесь вот такая конструкция, да? И вот здесь у нас такая конструкция. Но самое, ребята, крутое, что пацаны сделали, это уже вам не табуретка, как многие пишут. Поставили рессору. То бишь сейчас, в данный момент, идет ты едешь на кочках, и у тебя уже отрабатывает все неровности. Я считаю, это очень круто. Потому что, ну, здесь, да, бывает, как тряханет. Ну, как бы, ну, табуреткой, да, грубо говоря. Здесь, ребят, уже стоит рессора. И она прям круто отрабатывает. Я еще, конечно, не проверял на кочках. Но сейчас в действии покажу, как это все происходит. Как она работает. В общем, ребят, такой смысл, что... Смотрите, ребят. То бишь все неровности будем глотать здесь. Не будет ударяться. То бишь не будет страдать спина. Сам модуль не будет страдать, потому что весь удар приходит в него. Допустим, ну, мы, ребята, не маленькие, и как бы все равно вес есть. Я считаю, это круто. Это большой плюс, это большой кайф. Мягкая сидушка, очень удобно. Упоры для ног. И, в общем, ты едешь, и конкретно уже я, бывает, притормаживаю. Вот. Уже понимаю собаку, как она будет себя вести. Потому что модулем пролетел, собака взлетела, бобом ударилась. И как бы, а здесь уже модуль будет глотать, ребята, эти неровности. Ну, а собачка за тобой побежала. Ну, потихоньку переходим, ребята, к самой мотособаке. С модулем, в принципе, все понятно. Единственный момент хотел еще по проводке. Вся проводка, ребята, тросик газа, фара, все. Вот у меня тормоза, гидравлика. Вот так все выведено. Изоленточка, видите, ребят. И вот столько проводов у меня идет. 4 провода. Это, конечно, все вот так не особо, конечно, грамотно сделано, я так считаю, потому что, ну, блин, едешь по лесу, коряги, ветки, можно порвать что-нибудь. Вот здесь же уже парни доработали и впустили, ребят, в такую гофру. Вот я еще так безобразно сделал. В общем, всю проводку, ребят, они запустили в такую гофру. Не простой какой-то пластик, а я так понимаю, что это ПНД, свертка. Вся проводка у нас будет идти в одной оплетке. Это очень удобно, я считаю. Точнее, не безопасно, что вот эти провода, вот ветки, когда идешь ты по тайге, по лесу, вот они у нас защищены, идут у нас тут сбоку. Уже не изолента, ребята, а вот здесь, ребят, уже такие вот свои резиновые утяжки сделаны. Это я тоже так, знаете, накидал. Как бы будем все дорабатывать. Багажник, что на этом у нас он присутствует. Вот такой у нас вот багажничек. Капот, отбойник, капот, не знаю. Вот, сюда какие-то вещи можно размещать. Очень удобно, сюда заходит канистр, ребят, под бензин. Вот, здесь на тундре, ребят, он сделан. Смотрите, какой он уже огромный. Ручка здесь стоит. Также бампер. И даже рымы, ребята, сделаны. То бишь, если что-то мы уже поставили, то можем утянуться в какой-то поход. Вот, цвет, ребята, у нас здесь серый. Только серый будет цвет. Здесь у нас 600-ка черная. Вот. По багажнику все. Пластик, ребята, ПНД. Раньше вот они вот такого делали. Сейчас они уже делают красивый, вырезной. Такой, видите, ребят. Ну, интересно, я считаю. Вот. Пластик. Капотина, ребята. Капот здесь на 600-ке старый вот такой. Вот. Здесь у нас уже вот такого плана. Закрыт практически полностью весь двигатель.
Но чехол я, скорее всего, буду ставить, ребята. Чехол на двигатель обязательно нужно ставить. Потому что вот эта пыльца, карбюратор, это все туда летит. И, соответственно, не для того, чтобы мотор для тепла, так скажем, да. Наоборот, ребята, от пыльцы вот этой, от всего у нас попадает. Все это тает, потом все это замерзает и так далее. Вот. По модулю, ребята, здесь тоже все понятно, что на этом, что на этом. Также можно его регулировать. Есть отверстие. Вот. Я почему-то поставил на 4 от той стороны. Вот. Не знаю, это также будем потом присматривать. Это все равно какие-то моменты, как будет себя собака вести. Подальше, поближе. Я уже посмотрю. Вот здесь то же самое, ребят. Вот. Как и у всех тафаларов, на любой мотобуксировщике такой железный кожух идет под цепь. Я считаю, это тоже круто, потому что на многих он просто открытый. Смазка постоянно все это стирается об снег, звездочка открытая, об дерево можно удариться. Здесь же вот она в таком кожухе. Реверс, бурановская коробка, вперед-назад. Вот. На тундре у нас, ребята, идет вот такая тема. Вот, тоже все закрыто. Рычаг переключения. Все, заглушки стоят. Силиконовая заглушка, что на этом, что на том. Это, ребят, ну, чтобы не разбирать полностью болты, если охота смазать, посмотреть, в каком состоянии идет цепь, то мы, получается, открываем, смазываем. Регулировка цепи. Здесь, ребята, уже они изменили натяжитель, и у нас уже идет не просто башмак, там, знаете, этот дежовский, который регулирует цепь, натяжку. Здесь у нас уже идет звездочка дополнительная, и мы регулируем натяжку цепи. На 600-ке шел башмак, точнее идет. Вот. Он, конечно, не вечный, его частенько стирают, я уже менял. И регулировка цепи вот таким болтом. Здесь ребята сделали обновление. Я считаю, что это круто. Вот. Капотину, ребят, скорее всего, я не буду снимать. Что на этом, что на том. Вот такие барашки. Ну, в принципе, быстренько открутили, сняли. Все, у нас двигатель в распоряжении. Коробка, вариатор. Вариатор Safari. Здесь у нас Лифан, ребята, 20-ка. Здесь уже Zhongsheng. Тоже китайский двигатель. Многие, кстати, его больше уважают, чем Лифан. Не знаю, говорят, что он более какой-то то ли мощнее, то ли что. Быстросъемники, ребят, на двигателе, что на этом, что на том. Вот они вот так выглядят, ребята. Двигатель стоит на подушках. Это очень круто. Двигатель можно снять с мотобуксировщика за 2 секунды. Не нужно его откручивать от рамы. Быстросъемники сняли, двигатель подняли. У нас чашка к раме прикручена. Я тоже сначала думал, что это как-то не будет работать. На самом деле, ребят, все это работает. Никуда двигатель не дергается. Все нормально. Zhongsheng, Лифан, 20 кобыл. Что здесь, что здесь. Но, скорее всего, не выдает, ребят. Кобыл 18-19, наверное, будет. Коричневый бак такой серый, 6,5 литров. Здесь тоже у нас 6,5 литров. Глушитель. Вот, здесь, смотрю, уже защита, ребят. Очень круто тоже. Вот, потому что частенько обжигался, видите, рукавицы полил, куртку полил. Здесь уже нечаянно, если там задел, не будет. Фильтр другой уже, смотрю. Вот, очень удобная ручка. Не 2 пальцами, а всей рукой можно, ребят, держать, заводить. В принципе, на том то же самое. Стоит такая защита. Вот, и здесь планочка такая, чтобы будет кофр стоять, чтобы не нагревало ничего. Вот. У меня кофр здесь в дальнейшем будет, ребят. Не успел прийти, как и на этой модели. Будет новее, круче. Я знаю, там всякие плюшки будут. В нем же будет и чехол на всю мотособаку, которую можно будет накрыть. Вот. Так у меня вот здесь такой тоже балдеет этой сумки. Вот. Ну, в принципе, вот из-за носика, ребята, за 4 года, ну, ничего не прожгло. Был момент, что вот попадал снег, от тепла он таял, потом молнию я не открывал. Я сейчас не закрываю полностью, до сюда не закрываю. Вот. Вот как-то так, ребят. Сзади, в принципе, все одинаковое. Фаркопы одинаковые. Здесь вот
такой брызговичок тоже резанный лазером ПНД. Выход под аккумулятор, друзья. Аккумулятор у меня есть. Я его заряжу и подсоединю. Так, в каких-то ситуациях, когда он горячий, быстро с кнопочки можно завести. Вот. Габариты, ребят, данной собаки, ну, если это у меня 4 метра, но опять же, ребята, регулируется и корытом, и модулем, то бишь длина будет изменяться. Здесь у нас по 3,5 метра. Также все это меняется, регулируется и так далее. Заншен, 20-ка, вес собаки 180 килограмм, друзья. Грузоподъемность 500 килограмм. То бишь в легкую можно будет тащить. Вот. Ну, это, наверное, все как-то мелочи, я так считаю. Самое основное, ребят, это, конечно, подвеска. Изменена подвеска в хлам полностью. На 600-ке, ребята, очень матерая, здоровая подвеска. 2 метра, ребята, на 600. Это тайговская подвеска. Грунтозацеп у нас 27. И очень сложный механизм, именно, я имею в виду, с катками. Тут такая система интересная. Вот, переломка. В общем, там он ломается. В общем, ну, подвеска не просто, конечно, как знаете, как на танке, да, она все равно работает, играет на этих каких-то неровностях. Также и когда идешь назад, здесь она приподнимается. То бишь вот здесь механизм работает. Ну, ребята, у меня все заледеневшее, конечно. Техника работает, понятное дело. Вот. Конечно, да, это очень круто. Длина, ребята, собаки 600. Ну, сами понимаете, решает, да? 2 метра на 600, какая площадь опоры. Здесь, ребятки, у нас, конечно, немножко поменьше. Ребята убрали на 30 сантиметров. 1,70 м сейчас у нас на 600. Ну, поменяли, ребята, все. Во-первых, ребят, грунтозацеп у нас 30-й. Смотрите, какой борзый грунтозацеп. Это офигеть просто. Ушли от вала, который вот многие не понравился. У многих были проблемы с валом. Там железный вал стоит такой. Изначально он был трубчатый, ломался. Потом ребята сделали его ребристым. Вроде проблем не было. И до сих пор как бы я хожу нету. Я тоже менял у себя. Они ушли от этого и вернулись на наши любимые, ребят, звезды. Вот эти. Все. Красота. То бишь, это в принципе модель, знаете, как Long 500, только в 600-ке. Только поменяли мы, получается, резину. 30-й, ребят, такой борзый грунтозацеп. Вообще жесть. И у нас подвеска, ребят, совсем другая. Полунезависимые катки. Вот, смотрите, красота. Также у нас можно все это делать. Можно добавлять 4-ю телегу, ребята, сюда. Или убрать одну телегу и поставить посередине, чтобы у нас был здесь просвет. Это очень удобно для наледи. Здесь у меня так и сделано. Вот, возможно, основную оставлю на спереди, потому что жопа легкая. Или его немножко сведу сюда. По каткам, ребят, вообще проблем нету. Сейчас просто берем болт, откручиваем, каток достаем, меняем, подшипник ставим, все работает. Здесь же, ребят, немножко сложнее все, конечно, было. Есть, точнее. Ну, я еще раз повторяюсь, 600-ка вышла с производства. Остались где-то по магазинам. Вот. Где-то что-то еще. Ну, понятно, у людей еще есть, ездят, ходят и так далее. Как я сказал, ребят, будет здесь кофр. Огроменный кофр. Еще больше, чем вот этот. Вот. Ну, в принципе, все, ребят. Подкапотное пространство там, конечно, нужно было сейчас открутить и посмотреть. Наверное, мы открутим и посмотрим, ребят. Самому интересно, наверное, тоже будет мне, как это что у нас откручивается, держится. Вот. Хотя, в принципе, все понятно. Вариатор Safari, 33-й ремень. Вот, все тут видно. Красота. Еще раз говорю, проходит у нас здесь, вот здесь все аккуратненько, красиво и так далее. Немножко пыленый, ну это нормально, ничего страшного. А вот такая, ребята, игрушка. Так что здесь, конечно, очень много чего поменялось от
модуля, от дизайна, от двигателя, от подвески, от руля. В общем, здесь, конечно, будем поглядеть. Вот. Возможно, ребят, это по пухляку будет послабже, хотя еще непонятно. Вот. Ну, немножко, да, у нас длина изменилась, но я считаю, что вот в плане тайги, леса, маневренности намного будет круче. Перелазить по баланам, где-то что-то как-то. Вот. Я считаю, что будет прям огонь. Вот. Кнопочка. И заводим, ребята. Спокойно заводим. Не нужно нам подсос. У нас здесь есть, как правильно называется, я уже не помню. Но шан даже работает немножко по-другому, ребята. Ну, во-первых, двигатель новый. Во-вторых, еще не обкатанный. Телефон работает немножко. Это как-то, знаете, так, помягче как будто. Так, у нас фара, ребята. И фара с подогревами. Точнее, вот это подогрев вместе с фарами идет. Как мне объясняли. А это чисто фара. Оба! А, красота! Немножко прокачусь, ребят. Так, чисто кружок мотану. Особо не буду ездить, ребят, я еще болею и как бы не готов еще по катушкам. По катушке будет чуть попозже. Так, вот такая крышка у нас. У меня и бензина нету. Ё-моё, ГСМ закончился есть. Литрушка есть. Двигатель, ребята, рекомендуется на 92-м использовать. Ну да, топлива нету, ребят. Так, чисто горцанем возле дома. Вот так вот, такая крышечка. Надо привыкать, ребята. Шестисотки-то я привык, потому что у меня, во-первых, модуль поменьше. Здесь модуль корыто большое такое. С одной стороны круто будет. Много чего будет влазить сюда. То бишь положили в кофр, положили в модуль, полетели. Корыто прям огроменное. Давно тут никто не ездил.
Трактора тут нарыли, ё-моё, блин. Не объехать, не приехать, блин. Снега много нафигачило. Трактора нарыли, блин. Ну да. Ладно, поехали, что, потихо. Дорогу надо делать. Какой самец, а? Ох, удочка-то что делает, а? Так, тормоза. Полом нафиг. Полом, ребята. Тормоза вообще бомба. Так, поехали туда. Вот по дороге, видите, ребят, по повороту. О, смотрите, сразу поворачиваю. То бишь, без таких проставок вот этих железных корыто будет бегать. Бегает, ребят, хорошо просит. Двигатель новый еще. Сильно не будем газовать. Ах, как я хотел прокатиться-то. Я хочу вот по буранке, ребят, пройтись и посмотреть, как вот эти неровности будет он глотать. Да ну нафиг вообще. Другой базар, друзья. Вообще похрену ему. Да ну, вообще кайф, ребят. Смотрите, мягенько. На 600-ке там другой разговор, другая цена. Да. А ну, ребята. Вообще мягко. Круто. Зад вперед. Остановились. Тормоза, ребята, все четко. Опа. Есть. Вперед. Кстати, немножко по-другому здесь задняя скорость. О, совсем маленький. У меня на 600 немножко больше, конечно. Отлично, маневренный, блин. Вперед. Огонь вообще. Сейчас посмотрим, как с места рвет, ребята.
пушка, ребята. Блин, грузозацеп конечно, вообще матерый. Там на асфальт выходил, ну прям чувствуется, что она прям не чует. Посмотрите, какой протектор. Охрененно. И наши родные звездочки, которые не подведут. И разобрать можно будет 3 секунды. Эти тележки, видите, можно дополнительно убрать, 4-ю. Но я считаю, что это для слуда очень плохо. В принципе, 2 вперед достаточно. Можно, конечно, ее поставить в центр. Но это будем поглядеть, как говорится. По модулю пока непонятно. Вроде мне все нравится. По расположению. Корыто можно, в принципе, чуть-чуть сместить на одно деление. Этот сюда подать. Вот. Надо с проводкой заняться. Охота покататься, ребят. Ну, болею я. Ага. Ништяк. Так, ребят, ну что, немножко в пухлячку залезем. В этом году у нас, ох, пухляка-то, ё-моё, снег это нормально. Сейчас чуть-чуть. Охота просто посмотреть. У меня бензин это там литр. Где-нибудь высохну нахрен. О, что, поперли? А что ему похрену, ё-моё? А что он нормально ползет, ребят? По управляемости только немножко надо подпривыкнуть. Да спокойно, ё. Ручеечек здесь у нас. Управляемость четкая. Ну я привык уже к этой технике. Такой. Спокойненько маневрируешь вон. Можно телом немножко заваливать, ребят, и все отлично. Вот мои следы. Снег уплотненный, ребят. Пухляк это не пухляк, это надо в тайге проверять, на болотах, где он мягкий. Так, ладно, заодно выехал, поеду у кореша, заберу Саня. А то Саня дал, блин, мягко, ребята, ёк-макарёк, круто. Саня дал, они вернули, уже 1,5 недели тусуются. Навалить, конечно, но пока нельзя. Да, корыто немножко спешу сюда я. Слишком много спереди. А по дороге нормально, вот колдыбает. Дядя Мишка дрова колет. Саночки заберем. О, у Илюхи барка стоит. Домой поедем. Саночки домой.
Так, друзья, ну что, добрался до дома. Так, немножко прокатился. Ну, просто охота была, ребят. Я ее привез, я ее собрал там и загнал в гараж и уехал. Все, 1,5 недели. Ну, самому была охота попробовать, как оно, что. Вот. Первые шаги, ребята, все очень нравится. Чувствуется вот этот крутой зацеп, прям чувствуется, там вот подымался, там ледяная горочка такая, прям реально, ну, берет ее прям. А вот эта база, которая стала короче, в лесу, ребята, она, скорее всего, будет намного круче, маневренней. Попробовал по буранке, прям чувствую, что глотает, прям, да, давай скорость, как бы, ну, потому что на той, как бы, все равно, это, представляете, 2 метра шаланда такая, ребята, плюс модуль. Модулем ты уже переехал какой-то барьер, а у тебя еще собака далеко сзади. Вот, здесь немножко надо привыкать. К любой технике нужно привыкать, ребята. Конечно, у меня есть понимание. Я сейчас попробовал по пуфляку, начал наклоняться, валить ее. И как бы чувствую, что она бежит, идет, все классно. Вот, так что такое сравнение, ребят, потому что просили. Тем более у меня 600-ка еще стоит в гараже. И, ну, это было приятно показать, да, ну, наглядно. Вот здесь, нежели если стояла только вот эта техника и как бы какие были изменения. Это раз. По поводу Тафалара 600. Многие пишут: Андрюха, что будешь с ним делать? Если будешь продавать, давай я у тебя буду покупать. Ребят, в этом сезоне я, скорее всего, ее не буду продавать. Естественно, мы покатаемся в сезон на этой. Я какое-то понимание пойму. Ну, это пускай будет этот сезон, еще докатаемся, потому что впереди и гости, и я в гости, и как бы, ну, у нас было даже запланировано на 2 мотовездеходах, мототолкачах скататься в лес, пожить на рыбалке. Вот. Ну, конечно, скорее всего, я буду продавать. Такой момент, что типа ты их солить там собираешься, не солить. Зачем тебе новая тундра, если у тебя 600-ка, ты ей доволен. Ребят, ну смотрите, скажу одно. Я хожу очень много, и это непосредственно как моя работа считается, да. Я сегодня там, завтра здесь. Вот. В лес, не в лес. Техники уже порядком. Ну, я не скажу, что она у меня вся разваливается. Она у меня после капремонта, так скажем. Техника будет еще бегать ого-го. Но все-таки я считаю, что вот у меня есть знакомый дядька, он занимается машинами. Вот он взял новую, покатался 3-4 года. Он ее продал, взял новую, покатался. Ну, вот что-то типа такого. Здесь как бы не стою на месте, ребята. Если есть вариант, тем более охота было попробовать, почему бы нет? Только вперед. Вот. Ну, как у охотника, понимаете, вот у меня дядька знакомый держит 5 лаек. Зачем ему 5 лаек? Их надо кормить, за ними надо следить, ухаживать. Но он охотится. В лесу всякое бывает. И в загоне стреляли собаку у него нечаянно, завалили. И волки. Вот. И опять же не остаться без техники, да, в определенный момент, когда идет сезон, допустим, да, также без собаки. Вот. Заводить новую, это все, это считай сезону конец. Вот. Также и здесь. Ну, вот такое наработка, как бы, ребят. Никак не наработка, а ну, уже проверено, что да, еще вроде ходит, но уже как бы надо все равно менять, ребят, на новую. Вот сейчас поеду в лес, я знаю, что здесь новая, здесь нехожено, я знаю, что здесь дури, жизни еще много в ней, там непонятно, в общем, ну, что-то типа такого, ребят. Цена вопроса валируется, ребят. Спрашивают, сколько стоит. Конкретно у производителя сумма одна, конкретно у магазина сумма другая. Плюс цена валируется. Я знаю, сейчас у ребят какие-то акции проходят, там плюс какие-то сани допом в подарок дают. Так что я оставлю ссылку, ребята. Заходите, смотрите, задавайте вопросы, как бы. Вот. И я думаю, вам будет проще. Потому что в одном городе, возможно, столько стоит, в другом столько стоит. Так что здесь понимание, как бы, ну, я не могу озвучить конкретно сумму. Вот. Что еще? Что еще хотелось дополнить? Ну, я доволен, ребята, доволен, как-никак, все равно, ну, какие-то изменения новые, вот это вот что-то, ну, всегда приятно, ребята, когда новое, когда ты щупаешь, вот. Такой момент тоже по снегоходу, за такие деньги, не за такие деньги,
Вот, идут у всех сравнения, снегоходная техника, там, не буду называть бренды, там, типа как та же собака, только на базе снегохода, да лучше, да не лучше, ребят, каждый хвалит свое болото, я считаю, вот, и, ну, для чего вообще нужна техника, то бишь здесь нужно понимание иметь. Вот я всегда, кто не спрашивал, Андрюх, какую палатку посоветуешь, а для какой цели тебе это нужна палатка? Вот. Тут как бы такой момент, ребята. Мне мотобуксировщик вполне устраивает. Кто бы что ни говорил, снегоход, там, 5-10. Ну, ребят, в наше время держать снегоход дорогого удовольствия. Да, если ты раз там в месяц, в недельку выскочил, прокатился куда-то там, туда-сюда, вопросов нету. Дорогой в эксплуатации. Опять же, заправка, ребята. Снегоход нужен кормить, за ним нужно следить. Во-первых, права нужны, и там всякие нюансы. Ребят, я не знаю, как бы, кто что бы ни говорил, ну, чем она хуже снегохода, я не могу понять. Куда им нужно, я заезжаю, то бишь, мне не нужно направление, путик, то бишь, я еду куда хочу. Вот, и по расходу, по топливу, да кайф, ребята. Я просто катаюсь много, и я просто представляю, сколько нужно будет денег в топливо вкладывать, что здесь не напасешься. А рыбалки, ребята, у нас такие непромысловые, то бишь, я выезжаю пустой, ну, то бишь, не только в плюсе там с какой-то рыбой, хотя рыбу за плюс я не считаю, это уже давно не так. Я считаю, что сколько потрачено было денег, и так выезды они дорогие стали. Четырехтактный двигатель практически не ест с сравнением с снегоходом, а если еще снегоход двухтактник, то там вообще труба. А если брать какую-то иномарку, ребят, сейчас запчасть стоит, это мама родная. Вот. Так что мне вполне устраивает для моих целей, как бы. Я хожу, в принципе, недалеко, но и опять же немало. За рыбалку бывает 50 наматываешь, а то и больше. Так что здесь в этом расчете. Мне снегоход пока точно не нужен, я не знаю. Может в старости, ну, ребят, вот модернизация, подогревы есть, мягкая сидушка, рессора. Сейчас уже вот, ну, какие-то, я имею в виду, кайфы пошли. Так что здесь вот такое понимание. Вот как хотите, как и думаете там, потому что вот, ну, лучше там Ямахи ничего нету там. Хотя вот говорил, что не буду тут сравнивать. Ну, вопросов нету. Я сейчас тоже был в гостях и катался на очень дорогом снегоходе у Пашка. Сейчас такой снегоход стоит не 1 миллион, но... Ну, я не знаю, ребят. Ну вот Пашок говорит, что у него выработка 10 тысяч километров. Все, двигатель, то бишь, нужно менять, то бишь, или его надо капремонт делать. 10 тысяч километров, серьезно? Я не знаю, насколько 600-ки я уже пробегал, но как минимум этот двигатель стоит новый, в коробке привезти, поставить и поехал дальше. И езди еще сколько же? Стоит 30-40 тысяч рублей. Так что здесь, ребята, среднестатистическая тема. В лесу он поможет, вообще кайф. На рыбалку съездить, да вообще кайф, ребят. Ну, я не знаю, как бы, о чем говорить вообще. Так что я спорить здесь ни с кем не буду. Может цена, может кто-то говорит, ему дорого. Да мне даже если были деньги, ребят, мне бы он вообще так не нужен был. Какой-то мощный снегоход. Для чего? Ну, быстрее доехать, с кайфом доехать. Да я тут скайфую так же, что. Быстрее доехать, да за час быстрее. Да я никуда не спешу, я выйду пораньше, да и все как бы, то бишь, ну, такие дела, ребят. Ладно, заговорился. Давайте, ребята, следующий ролик, наверное, уже откроем капот, поставлю чехлы. У меня есть чехол, у меня есть сумка на руль тафаларовская, немножко марафету наведем, вот. И, наверное, сделаем покатуху. Вот, сделаем хорошую покатуху, съездим куда-нибудь на речку, попробуем подняться какие-нибудь горки. Вот. Ну, понятное дело, что еще так особо нельзя покататься, как бы там давать ему жару, вот, потому что все-таки еще новое. Ну, такую небольшую покатуху сделаем, а уже в дальнейшем будем, конечно, тестировать. Ну и на рыбалку надо, ребят, ехать, выздоравливать, доехать на рыбалку. Уже охота с палаточкой посидеть. Вот, как ни крути. Так что такие дела, ребят. Все впереди, все потихоньку. Ссылку оставляю. Заходите, задавайте вопросы. Кому нужна более подробная информация, могу свести с менеджером, ребята. Пишите мне в телеграм-канал, ВКонтакте, в общем, где удобно. Ну и не забывайте за другие соцсети, у кого все плохо с ютубом, ребята. Также вещаем и на Дзене, и на Рутубе. В общем, такие дела.
Все, ребята, быть добру, давайте. Пошел домой пить чай. Вот, не болейте, самое главное здоровье. Будет здоровье, будет у вас и снегоходы, ребята, и мотособаки, и все на свете. Вот такие дела. Все, всех обнял, пока.